Доброе утро! Вчера я палатку ставил вот возле этой вышки. Вода была далеко за теми буями. Но потом ночью я слышу, что вода очень рядом, очень близко. Я высунулся, смотрю, уже один колышек практически в воде. Вовремя я проснулся, ничего не намочил. Палатку он переместил, он следы даже есть. И все, до туда не дойдет. Не должна. Красота! Сегодня отдыхаем, наверное. Если меня не взбрендит никуда ехать. Сейчас искупаться, утренний душ принять, позагорать. Классно. О, лежу в тени пальмы. Хорошо, жара. Только вот и лежать как раз в тенечке. В такую погоду. Перетащил палатку вот сюда под деревья. Надо было это вчера сделать. Но вчера я этого не видел. Вчера было темно. Песок белый, мелкий-мелкий такой, как пыль. Повсюду он теперь прилипает. Отдыхаем сегодня. Ух, сегодня солнышко-то обгорел какая. Ноги обгорели. Резкая, что-то слишком резко. Сейчас видно, какой я красный, как рак. Капец. Ожог будет. Солнышко спряталось, так хорошо стало. Гречку варю. Пальмы и гречка неразделимы. Сочетаем несочетаемое. Крабов бы еще найти каких-нибудь. Устриц, моллюсков. Фу, хороший вечер. Ну все, гречка готова. Добавил в нее какой-то говяжьей пряности, для говядины точнее. И с таким шикарным видом буду ужинать. Прекрасно. Райское место. Все, проснулся, еду дальше. Ну, здесь на Лонг. Тут гостиничные комплексы все. То есть все для отдыхающих. Мне здесь не место. Здесь все дорого. В 2 раза, наверное, чем в обычном городе. Едем на Хайфонг. Здесь тоже есть платные дороги.
но это не для меня. Хорошо, когда солнце прячется. Конфете охота. Подъезжаю к Хайфонгу. С опиской пока ничего не понятно. Написала вчера девушка. Я троим написал с Хайфона. В принципе, все ответили. Но вчера я был без интернета. Вот написала девушка, типа, ты где? Вот я сегодня ей ответил, что сегодня я буду. Посмотрим, ответит сегодня, нет. Вот сейчас попробуем, вьетнамский хлеб взял. О, каман. Посмотрим, какой он. Еще один мост, который построили японцы. Там была табличка. Какие-то у них все мосты горбом идут. Тяжело на них заезжать на велосипеде. Вот там впереди уже город Хайфон. Все. Все, я в Хайфоне. Ну, Вьетнам сразу выделяется большим количеством мотоциклов. Именно мотоциклов бензиновых, не электро. Мало автомобилей. Все-таки в Вьетнаме народ экономически, Вьетнам немножко послабее. Намного слабее Китая. Почти одни мотоциклы. И все в шлемах. Все молодцы. Сижу пока на лавке в парке, жду, пока кто-то отпишется. Спать охота, хотя вроде сегодня нормально поспал. Ждем. Здесь, кстати, узкоколейка идет. Здесь во Вьетнаме очень много всякого шматья продают. По трассам целые колонны стоят. Ботинки, обувь, верхняя одежда. Чего здесь столько нет? Вот так. Девчонка. Еду в другой конец города, в общем. Нормально. Наконец-то сегодня помоюсь, я чувствую. Я уже в предвкушении. С нами дорожное движение на перекрестках. Мотоциклисты никуда не рвутся вперед. Четко стоят на полосе, на линии. Не как в Китае. В Китае... А я все езжу по китайской манере, на красный проезжаю. Естественно, осматриваюсь вначале. Велосипедов вон море здесь продают. Вот так вот вылетает только на встречку здесь. И все, вот видите, практически все четко едут по полосе, не мешая машинам. В Китае пофиг, машины едут, где мотоциклы, мотоциклы едут, где машины. А здесь как бы они стараются соблюдать все это. Интересно. А, муравьи. Все, написали, списались, стою, жду на улице, которую она написала. Движуха нравится мне, музыка играет. Можно потанцевать пока. Да, Вьетнам веселее гораздо, чем Китай. Мою спасительницу айфонскую. Вот еду за ней сейчас. Вот. Да. Вот тут еще на хосте, короче, австралиец Эндрю находится. Вообще классный чувак. Ну, в общем, мне сейчас надо помыться. Общаться будем потом.
Так узнали, что, откуда, почему. Я дома помылся, но посадила меня за ужин. Ребята там сидят на улице, я тоже с ними посидел, они там пивка пьют. Посидел, сейчас будем ужинать. Фух, устал я сегодня. На солнце пригорел. Сейчас поужинаем, дальше посмотрим, что будем делать. Сейчас сидим, трендим, короче, с ребятами. Что-то куда-то зовут они меня. Xin chào. Xin chào. It means hello. Yes, это привет по-вьетнамски. Куда-то меня, короче, хотят намылить. Andrew, say hello. О, Тендер с Австралии. Come say hello. Hello передавай. Короче, у нас еще все впереди. This is Andrew. I say. В кафешку одну, какую-то вьетнамскую крутую. Hello. How can I say hello in Russian? Привет. Привет, привет. 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 Привет, друзья. Привет. Привет из Вьетнама. Я от австралийца и от вьетнамца. Вот так вот троица собралась. Come here. С ребятами поехали в клуб сейчас. Они меня в клуб потащили. Честно, я против этого мероприятия был. Ну ладно уж. Ну ладно уж, отказать не могу. Посмотрим, что за клуб. Вышел я из клуба, короче, не могу я там находиться, шумно. Народу много, не понимает, зачем они там стоят, курят, пьют. Постою на улице. Зачем вообще поехал, надо было отдыхать, дома сидеть. Знал ведь, ну ничего. Едем домой с Эндрю. Надеюсь, ничего не потеряем по дороге. Капец, такая каска смешная. Не домой не поехали, отвезли меня тут в сходках иностранцев, короче. Я ничего не соображаю, я спать хочу вообще. Ужас. А еще по-английски тут надо додумывать. Нету сил. Что интересно, вот здесь кухня рядом, короче, у них. И здесь вот толчок за ширмой такой находится. Вообще прикольно. Полная антисанитария. Но ничего, нормально. Вон ребята сидят, австралийцы, американцы. Все, дома. Спать я сегодня буду здесь, в фойе. Ну а спит, я ее будить не хочу. Подниматься. Тут у меня есть диван. Как собака буду сегодня спать. Даже мячик есть. Надо отдыхать, я устал. Все, до завтра. Короче, утро наступило, сегодня я не спал. Вот сейчас, но ушла только. Закинул вещи на стирку, а даже снять забыл. Башка вообще не соображает. Сегодня, в общем, отлеживаюсь целый день. Лежу. Надо поспать. Завтра уже поеду на Ханой. Здесь мне что-то вообще не по душе как-то. Не отдыхается в этом хостеле. Не знаю почему. Ну вот не по душе, бывает такое. Сердцем чувствуешь, душой, что вот не твое. Да и здесь ловить на Хайфонге нечего особо. Надо ехать. Ой, сейчас спать. Доброго утра называется. Вот здесь ванна, душ. То, что мне как раз не хватает. А это вот такой лестничный пролет здесь. Тут сколько? Раз, два, три этажа. Ну вот тут номера, соответственно. Интересно, падал здесь кто-нибудь? Нет, хоть раз. Тут всякие пьяные студенты, учителя ходят.